Bendete kami saham itu. Paskatan dengan ia disirahkan. Mahnan dengan agreemata betul-betul dan sakajana parut bahasa nara sudah dihisiyah. Baiklah tu boleh ada pikir kadut powerful pikir mana baiklah berdoa takdir yang tergolong bahkan untuk samalah yang berusaha terakhir dan berbenar yang Tuhan ini maksud Respublika Kesatuan dengan telah diberi kemudahan. Друзья, сегодня и юбилейная дата, и не круглая, рождение новой Якутии. 31 лет тому назад Верховным Советом Якутской автономной Советской Социалистической Республики 27 сентября 1990 года после всенародного обсуждения была принята Декларация о государственном суверенитете ЯССР. Это было 68 лет спустя, дарованный сверху решением ЦИК право Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Мы уже практически прожили половину советского периода автономной республики. Следовало бы подвести некоторые итоги, дать правильную оценку с исторической точки зрения развития нашей республики и наметить путь дальнейшего совершенствования государственности в составе Российской Федерации и решить те проблемы, которые были и остаются вековой мечтой якутского народа, населяющего нашу республику, северную, очень жесткую по климату, по характеру склоны, удаленные от федеральных структур, от центра развития нашей страны. Я искренне благодарен и радуюсь новое поколение интеллигенции, которые практически свою сознательную жизнь начали именно в Новой Якутии, продолжая добрые традиции интеллигенции республики, народа Саха, активно подключается во все вызовы современного мира. Я особо хочу поблагодарить наших докладчиков Алексея Ильича Еремеева, председателя Государственного собрания ИПМ, Петра Васильевича Гоголева, председателя Конституционного совета, Александра Николаевича Тинтмена, профессора доктору Анатолия Николаевича Алексеева, профессора доктору Института гуманитарных исследований. Придая свои выступления глубокий анализ вектора нашего развития. Вы обратили некоторые из вас на повестку данной научно-практической конференции. Я думаю, это не случайно. Мы связали развитие государственности республики с историей народа Саха. Это вполне закономерно, потому что республика, народ Саха дал своей республике свое имя. И сегодня называется Республика Саха.
Не зная историю формирования и этапы развития нашего народа, нельзя принимать правильные решения, отвечающие его чаяния. Вопрос, с другой стороны, вопрос развития государственности, федеративной государственности, как Российская Федерация, очень сложный, многоаспектный вопрос. Я приведу здесь замечание Алексея Алексеевича Кулаковского, который, будучи учащимся в реальном училище в возрасте 18 лет, анализируя работу Николая Михайловича Карамзина, историю государственной России, писал: история государства российского разделена на такие периоды, которые резко отличаются друг от друга образом правления и состоянием самой России, в зависимости от образа правления. Насколько метко, глубоким анализом делает вывод. Это замечание, этот вывод актуальный и в сегодняшний день. В 90-м году, когда уже было известно те когда было уже известно, в начале 90-го года, в марте, съезд народных депутатов СССР лишил Коммунистическую партию Советского Союза монополию на государственную власть. В регионах власть стала переходить к Совету. Будучи участником новоогаревских процессов, я впервые услышал тогда, что будет сформирован какой-то аморфный, непонятный союз независимых государств между Советского Союза. Тогда, будучи председателем Верховного Совета, я рассказывал членам президиума Верховного Совета о таком положении, о тех разговорах, которые высшая школа власти России, Советского Союза идут. И нам надо серьезно подготовиться, пока неизвестно нам развитие событий. Действительно, никто не знал, как сложится судьба Советского Союза. Своими единомышленниками я верил в представителей своего народа, его интеллигенцию, ее научную общественность. Я искренне желаю, чтобы мы, находясь далеко в окраине Советского Союза, живя в очень труднейших условиях, как бы не оказались в обочине истории. И тогда мы сформулировали три взаимосвязанные единые вопросы. Выработали, как говорится, концепцию будущего пути. Это первое — повысить политический статус республики. Пресловутого слова автономия. Автономия — это местное самоуправление переводит. Отказаться и повысить статус своей республики. Второе
добиться положительного решения вопросов собственности. Именно союзная собственность, расположенная на территории республики, должна принадлежать народу республики, проживающему на данной территории. И третье, на основе первых и вторых, усилить работу по улучшению качества жизни людей населения, создать модель современной социальной политики. Вот с этой три единых задач взаимосвязаны. Я сперва встречался с руководством высшей власти нашей страны, президентом, генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым в июле 90-го года. Был у Николая Ивановича Рыжкова, председателя правительства Советского Союза, был у Лукьянова, председателя Верховного Совета и так далее. После этого я выступил на съезде, 28-м съезде Коммунистической партии, тогда я был делегатом одновременно, и изложил свои позиции, свои видения будущей Якутии. После этого, возвращаясь на родину, мы вот это видение изложили декларацию о государственном суверенитете нашей республики. И там изложили, и получился довольно объемный документ. С этим документом я в начале сентября поехал в Москву 90-го года и встретился с председателем Верховного Совета Борисом Николаевичем Ельциным. Рассказывая каждую статью, расшифровывая, я ему доказывал необходимости включить те или иные моменты, чем продиктовано, почему мы так ставим декларацию о государственном суверенитете. В конце часового разговора Борис Николаевич согласился, сказал, пусть решает ваш Верховный Совет. Возвращаясь окончательный текст, мы всенародно обсудили во всех настигах районах, во всех учреждениях, хозяйственных и институтах, университетах. И мы попросили, чтобы каждый район рассмотрел данный проект в своих расширенных заседаниях сессий народных депутатов района. И что было заметно, народ практически единодушно поддержал данный проект. И когда мы обсуждали этот проект на сессии Верховного Совета, конечно, были дебаты, но таких серьезных предложений тогда не было. Мы практически в Верховном Совете единодушно приняли. Я верю в свой народ, население республики, что действительно это документ отражена чаянием не только людей, мест коренных, но и которые приехали строить новые горно-обогатительные комбинаты, города, поселки. Все были единодушны от тексте этого политического документа. Потом, конечно, она была переложена на Конституцию, новую Конституцию, совершенно новую, написанную с белого, как говорится, белого листа.
аналога нету. Прошлой Конституции Советской автономной социалистической республики. Наша декларация была третья по счету по Российской Федерации. Первый коллега Республика Корея принимала. Но они практически без изменений своей Конституции тогда декларацию не сделали. Поэтому, как обычно, было так и было у них принято. Второй Татарстан. Татарстан в конце августа принял декларацию о суверенитете. Но, по-моему, мы не поняли, о чем речь идет, когда Татарстан объявил себя ассоциированным членом Российской Федерации. Вот. Поэтому наша декларация, она была однозначной, приверженца Российской Федерации в целом, сохранить целостность России. И все последующие решения Верховного Совета автономных республик пошли по нашему пути. Это еще раз говорит о зрелости, которые подготовили этот политический документ, именно подчеркнуто сохранить федерализм Российской Федерации. После этого было подписано федеративный договор. Мы непосредственно принимали участие, были в некоторой степени инициаторами этого документа, подписания документа. Вы знаете, 31 августа был подписан этот документ, кроме Республики Татарстан и Чечни. Все остальные субъекты Российской Федерации подписали федеративный договор. Я знаю Башкортостан, Муртаза, конечно, я знаю это замечание. Передо мной он был у президента до подписания. Я суть этого примечания, предложения знаю, но мы по другому пути пошли. Мы в тот день практически подписали соглашение о собственности, и согласно которого вся собственность Союза Министерства ведомств, особенно горно-обогатительные комбинаты, добычи золота, алмазов, угля, газа, перешли в собственность республики. Без политического торга мы стояли за экономическое право владения, распоряжаться богатством республики по своему усмотрению, и что и было сделано. Я должен сказать, сила, как руководителя республики, была в моем народе. Народ был очень воодушевлен, возбужден. Даже я видел, как только на глазах и росли, и выше стали люди. Люди такие добрые, отзывчивые, улыбающие стали. Стали чувствовать, что действительно пришло время, что их признали хозяевами своей территории. Я очень искренне благодарен нашей юридической службе, юристам республики. Когда только что, по-моему, не факультет, даже академия была только создана в то время. Михаил Михайлович Федоров организовывал. Вот. Мало было юристов. Мы привлекли юристов, прокуратуру, судейство, сообщество и так далее. И они очень грамотно стали уже государственными.
И многие дела, почему в русло понимания российского руководства шло наше предложение, потому что юридически они очень были грамотны. И вот я сегодня обращаюсь уже к институту нашему, юридическому, ассоциации юристов. Сегодня пришло время очень грамотно, именно умом, именно знанием. Вот, можно побеждать и можно принимать те или иные документы законодательные федерального уровня. Вы будете достойны традициям своих предшественников-юристов, которые принимали очень активное участие в этом вопросе. Наша интеллигенция просто была на глазах горели в нашей интеллигенции. Новизна подхода, новизна постановки вопросов и положительное решение федеральных центров, тех вопросов, которые республика ставит. Приезд председателя Верховного Совета Российской Федерации, потом президента Российской Федерации, посещение наших праздников, знакомство с традицией, бытом, обычаями, которые не только в центре, не только в кабинетах были, а Борис Николаевич практически арктическую добрую, на краешке Ледовитого океана, наших промышленников, городе удачных, сельскохозяйственных, как Ангеласском районе, и так далее, побывали. А позже он, будучи президентом, приехал к столетию Платона Алексеевича Юрского, который проводили в его родном районе Татьи. Он посетил и потом долго рассказывал, вспоминал об открытости, даже до некоторой степени наивности народа Саха. И он говорил, каким народом можно строить Россию. Те 10 лет прошли в простых условиях. В 90-е годы, когда формировалась фундамент Федерации, Российской Федерации, особо чувствовалась острота политической борьбы. Особо. В то время, вы помните, противостояние между законодательной и исполнительной властью. Как работало исполнение правительства России и как работало, понимаете, Верховный Совет России. Ведь это страшно было. Это сказать легко, противостояние. Это трагедия. В этих условиях Якутия, народ Саха, не колебался. Мы не подчинялись всякому указу ГКЧП. И притом во всем этом проявлялось единство, единодушие. Вот как народ сплотился. Конечно, и были природные катаклизмы, помните, наводнение до наводнения. 3 громадных наводнения было. Средств мало было. Если мы не решили бы в 90-х годах вопросы правильного распределения собственности, если бы не создали акционерного общества «Алмата России», Саха, если не сохранили бы золотую промышленность, газовую промышленность, олово, потом создавали нефтяную промышленность, конечно, нам было совершенно. Без центра невозможно было ничего получать. У центра самого ничего не было. Прямо можно сказать. Банковская система какая была жесткая. Кредиты 200%, доходили на 200%. Мы сегодня 5-7%, говорим, тяжело, очень большой процент. Тогда было 200%. За просрочку кредитов 400%.
жилищных. И в это время мы строили, мы занимались спортом, занимались культурой, возрождали традиционную, самобытную культуру народа Саха, других народов Севера. Открывали высшие учебные заведения. В России 17 институтов физической культуры. Единственное у нас из них на сельском месте, в районном центре городка, открыли сельскохозяйственный вот, высший спортивный институт, высший спортивный институт. В то время, зная, что тяжелые времена пройдут, мы должны выйти победителями. И тогда здоровый образ жизни, всеобщее высшее образование, институты высших учебных заведений открывают. Мы видели и знали, что наша сила в образовании, наша сила в здоровье, наша сила в культуре. Я очень рад, без всякого хвастовства, Якутия практически дала великолепные проекты, которые сегодня являются в российском масштабе национальными проектами. Будь демография, будь образование, будь здравоохранение, будь культура. Это они заложены были у нас, сформулированы у нас. Да? Вот. Конечно, видя это, народ очень активизировался. И вот этот тем, я боюсь, что угасает. Какая-то в некоторых моментах появляется части народа и апатия, и усталость какая-то. Поэтому сегодняшним руководителям все очень тяжело приходится, когда многопартийная система расшатывает практически расшатывает демократическую основу государства, общества. Получается, мы говорим, объединяться надо, а вот когда смотришь программы выступления представителей разных партий, они разъединяют народ. В основном спекулируют на те трудности, которые сегодня имеются. Я убежден, что они пройдут эти трудности. В итоге, как мы 10 лет прожили и чего добились. По итогам 2000 года республика по объему внутреннего валового продукта вышел в первую десятку среди субъектов Российской Федерации. Первую десятку. А по уровню среднего дохода работающих, также по степени социальной защищенности населения, мы в числе 15 высших территорий России. Это в 2000 году. По строительству жилья на одного человека республика вышла на второе место. За 10 лет было построено 5,5 миллионов квадратных метров. Это только за счет бюджета. Тогда не было материнского капитала, тогда не было ипотеки, тогда не удавались на строительство жилья кредитов. Все строилось на бюджетные деньги. И мы год строили 550 тысяч квадратных метров жилья. Это действительно был
была ударной, что ли, десятилетку строительства для республики. Третье, по определению Организации Объединенных Наций, состояние развития человеческих ресурсов республики субъектов Российской Федерации, если в 90-м году республика занимала 47-е место, то по итогам 2000 года вышла на 8-е место. Это, конечно, великолепный результат. В заключение я пожелал, республика сегодня накопила огромный экономический потенциал. Основные расходы промышленных предприятий равно сегодня 3 триллионам рублей. Это огромный действительно капитал. Она должна эффективно в интересах республики должна работать, прежде всего. И поэтому здесь новым нашим депутатам Государственной Думы, а их стало 5, в выборах, конечно, ведущая партия не проиграла, но зато мы выиграли в целом по республике. Если раньше мы одного депутата избирали по линии Единой России, то сегодня 5 депутатов стало, и в том числе и представители Единой России. Поэтому, Иртемена, я очень убедительно прошу в плотности работать именно экономических вопросов. Именно экономических вопросов. Вы не стесняйтесь быть твердым и характером, убежденным в своей правоте. Вы за народ боретесь. И не стесняйтесь. Вот в 2000 году наши юристы вместе подготовили проект закона о развитии восточной территории. Конечно, этот проект не прошел, но президент России объявил восточные территории приоритетными на весь 21 век. Его надо законодательно. Ну и тогда ввести доктрина акта. Доктрина акта принята. Ну, конечно, наши взгляды несколько иные люди, но все же доктрина акта принята. Мы подготовили ввести закон о развитии Северно-Морского пути. Он как закон не принят, но сегодня создано Министерство Дальнего Востока и Африки. Итак, положение этого министерства указано в развитии Северно-Морского пути. Мы, как общественная организация, организовали в 2004 году восточное измерение, одобренное самим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И смотрите, какое за последнее время вот, идет интенсивное развитие. Создан специальный форум, Восточный форум, где собираются ведущие компании северо-восточной стран, расположенных в востоке России. Тут Япония, Китай, Корея и так далее, и так далее, и так далее. Страны Асиаты, Индия. И вот это ежегодное проведение восточных форумов безусловно дает результаты. Увеличиваются инвестиции в Дальнем Востоке, строятся мощности, определяющие путь нефтеперерабатывающие заводы, судостроительные заводы и так далее, и тому прочее. Поэтому восточные территории действительно займут достойное место в развитии России в 21 веке. И мы здесь должны
играть ведущую скрипку, то есть занимать ведущие позиции. Вы сегодня во многих аспектах опережаете развитие других субъектов, расположенных в Дальнем Востоке, и удержать в глубине. Я посоветовал бы тоже ежедневно в какой-то форме рассмотреть вопросы, связанные с дальнейшим развитием. Сегодня в России приняты очень хорошие документы, концепция пространственного развития России, национальные проекты, программа развития сельских территорий. Во всех этих заложен огромный потенциал колоссального синергетического эффекта. И наша задача состоит в том, что эти три основополагающие документы объединить идеи общественного развития, направленные на достижение трех крайне важных и актуальных задач для республики. В целом, первое – это демографический рост. Второе – экономический прорыв. Третье – консолидация общества. Вот вокруг этого вопроса они должны законодательно закрепить. Они идут в унисон тех мер, которые принимает сегодня глава республики, издавая те или иные указы, касающиеся данной проблемы. Но нам нужны законы. Поэтому решение хорошо было бы с этой сессии в плане работы включить вопросы, касающиеся данных проблем, объединяющие и сделать единой задачей, вокруг которого объединить наше общество, наших людей. Я рад, что сегодня республика надежных руках. Приходят молодые ребята, новая плеяда интеллигентов, они выполняют государственную службу именно. Это значит служить своему народу. Я глубоко убежден в силе и мощности нашей науки, нашего федерального университета, благодаря которым конкурсы Якутия вышла и получила право образовать национальный образовательный центр, который даст совершенно новый облик нашей республики. Сегодня мы боремся не просто строить, а дать новый облик села нашей республики. Селяне, будучи корнями, владевшие, вырастившие нас всех, видели плоды истории. И у нас мощная промышленность. Они в основном владеют крупнейшей компанией, трансцендентальной компанией Российской Федерации. Поэтому все внимание должно быть обращено к развитию села. Тогда мы будем убеждены, что действительно республика в надежных руках и дальше будет развиваться. Спасибо, друзья. В конце я отдельно хотел поблагодарить Юрия Ивановича Семенова, это нашего организатора, который действительно душой, преданно от всего сердца, как говорится, вложился и ремонтировал, и строил, и одновременно организовывал это великолепное мероприятие в самое тяжелое время пандемии. И я благодарю всех участников, которые приняли предложение комитета, выступили великолепными докладами. Дай вам здоровья, долгих лет жизни. Спасибо.